Ну, дорогие друзья, я вас приветствую снова и снова. Значит, повестка у нас такая, опять про Апимондию, опять про зимовку, но это дискуссия, здесь я не готовил ничего, просто дискутируйте. Этот вопрос, наверное, мы в конец поставим. Кто хочет разговаривать по зимовке, пусть разговаривает. Я, например, не хочу про зимовку разговаривать. Но многие спрашивают, как, да что, да как. Сейчас уже поздно. Поздно пить боржоми, когда пчел все уже зимуют. Нет, еще не поздно. Ну, кое-что можно исправить. Можно. Особенно если в зимовнике, да там тепло, так я могу все, что хочешь сделать. Да, согласен. Так, теперь у нас есть вопрос по сенсорному анализу меда и всякие орг-вопросы. Но орг-вопросы, по-моему, у нас все уже решены. Ребята, так мы уже все сделали. Ну, тогда почти все. Итак, про Апимондию. Нам повезло, вот, ну, мне лично повезло, поскольку у меня там какие-то обязательства есть в оргкомитете Апимондии, то срок продлили на целый год. Апимондия состоится в 2022 году из-за коронавируса. Поэтому у нас есть возможность подготовиться и представить себя, республику, на этом форуме, где будет порядка от 8 до 10 тысяч пчеловодов представлено. Нам там можно это самое. И нужно Неплохо выглядеть. Нужно добиваться, чтобы бюджет нам выделил деньги для этого. Да, да. И в принципе, что у нас вот есть сейчас? У нас много хороших вещей, которые, ну, в общем-то, не хуже, чем в передовых регионах пчеловодных России, не хуже, чем на Алтае, не хуже, чем в Башкирии и так далее. У нас много есть хорошего. Вот я сейчас просто, значит, цель-то какая вот у нас с вами? Нам нужно наметить те точки, в которых мы за 2 года можем что-то подготовить хорошее и выступить на этом форуме достойно. Ну, помимо того, что надо и официально создавать, наверное, какую-то команду, которая поедет, вопросы. Конечно, надо с Министерством сельского хозяйства поговорить и так далее. Поэтому сейчас я только свое видение такое местечковое. Я ж маленький человек. Здесь у меня песня «Я простой профессор». Скажите, пожалуйста, да, у меня сразу вопрос, мы же первый раз. Апимондия — это выставка пчел и пчелопродукции, что ли? Это форум, нет, это форум пчеловодов мира всего, на котором будет и конференции, и выставки, и конкурсы, и так далее, и так далее, и так далее. Самые важные большие мероприятия, да, в мире по пчеловодству. Понятно. Так. Итак, первое, с чего я хотел бы вот начать и предложить, это наладить пыльцевой анализ меда у нас в республике. Потому что сейчас уже всем известно, что можно истинное происхождение ботанического меда определить только по пыльцевому анализу. И не только ботаническое, но и географическое. Вот на Западе этому анализу признают большое значение. Мы берем с вами протокол испытания меда немецкого общества пчеловодов. Кстати, у них общество пчеловодов имеет силу, значит, их решения на уровне правительственного. У них даже свои баночки есть утвержденные. Вот мы, как говорится, к этому тоже должны стремиться, наверное. Зачем это надо? Значит, много появилось стран с такими бандитскими замашками. Например, Аргентина, Китай ввозят, значит, в Германию мед, ну, каким-то образом фальсифицируют, выдают его за мед какой-то европейский, и только пыльцевой анализ позволяет определить, что растения, которые в этом, пыльца, которая содержится в этом меде, отсутствуют в Германии. Это может только где-нибудь в Китае или еще где-то. Вот, географическое происхождение сразу же отсекается по пыльцевому анализу.
Ну, это там много и других характеристик, но это вот очень хорошая это самое. Ага, это очень хорошее. Или, значит, ботаническое происхождение. Ну, тут вам всем известно. Вот, например, мед. Вот он. Ну, может, не этот, я забыл, у нас уже таких образцов много. То есть мы, в принципе, уже на этапе запуска пыльцового анализа на хорошем уровне. Сейчас мы провели анализ, я отвлекся немножко, отвлекусь немножко, провели анализ 11 пчеловодов. Значит, у нас последняя это Ярославль, сейчас идет мед с острова Кунашир, около Японии, наш русский остров. Вот. Местные тоже нам присылают эти меда. И вот был мед, москвичи. Москвичи, у них было 2 меда, они их позиционировали. Один говорил, ну, в одной банке был васильковый, как говорил мне человек, он занимается торговлей меда, он не пчеловод. А во второй банке у него был мед, он говорит, что это мед гречишный. Ну, по запаху, по цвету, вроде действительно гречишный. Оказалось, что там, где гречишный, там подсолнечника 80%, а там, где васильковый, там был липовый. Я не знаю, зачем выдавать, значит, липовый хороший мед за васильковый. Ну, я думаю так, как, пусть он простит меня, этот Фарук. Он спрашивает, вам какого? Это мне липового башкирского. Пожалуйста. Вам какого? А мне, ну, такого цветочного, там, с доликом. Пожалуйста. То есть, возможно, этот человек спросил, мне вот василькового. Пожалуйста, вам васильковый. А на самом деле это липовый. Еще лучшие качества. Ну, человеку надо ли вот такой вот васильковый. Ну да. А василька там было 4% пыльцы. А остальное было, значит, вот... Все же была. Ну, была, все-таки была, да. Все-таки была. А могла и не быть. Могла и не быть, да. Вот. Ну, вот эти вот случаи. Но, значит, сказать, что это дело освоено до конца и прочее, там много проблем. Первое, вот какие там проблемы стоят. Первое, нужно создавать атлас. Атлас пыльцевых зерен. И этот атлас, он, видимо, будет отличаться по регионам. Я сначала этого не знал, думал, что ну уж я пыльцу липы, например, размещу в атласе, поверну там это зернышко, экваториальная ось, полярная ось, ну, во всех положениях, она же не круглая. Вот и все. Нет. А вот товарищи, которые выступали здесь из УДГУ, профессора, они говорят, нет, зерна разные в зависимости от региона. Дальневосточная липа имеет другие, значит, зерна и так далее. Вот. Поэтому они даже могут быть разные в нашем регионе. Ну, тут я имею в виду одного вида липа, скажем, мелколистная, потому что там ведь есть несколько видов. Да. Ну, видов много, мы их, для нас мы не разделяем, и в дуванчике, я смотрю, разного, они даже цвета-то разного. Вот. Поэтому составление атласа – это очень серьезная работа. Вот Тастан, который входит в оргкомитет, один из главных, он говорит, ты разошли письма по регионам, по школам или там, по каким-то биологическим таким учреждениям, чтобы они собирали. Ну, я думаю, нам бы в своей, так сказать, вот, местности собрать и сделать атлас хороший. И то было бы хорошо. Вот. Второе. Если смотреть на зерно в микроскоп, ну, там длинная песня, нужно вот отсюда его выделить еще, да. Значит, количество там должно быть большое, чтобы статистика была. По ГОСТу, есть ГОСТ, частота встречаемости пыльцевых зерен, он предполагает 500 зернышек надо сосчитать. Ну, мы в своей группе исследовательской пока 200 только считаем, что нам достаточно, пока не промахнемся. Вот. Значит, эти зерна в оптическом микроскопе имеют очень, значит, малую информативность. Если бы перейти на изображение в электронном микроскопе, мы это попробовали, то информативность и достоверность определения принадлежности пыльцевого зерна к тому или другому виду была бы повышена значительно, но это дороже. Это дороже.
В принципе, можно пойти по пути собирать из интернета, из других атласов, кто это уже провел, и как-то вот комбинировать. Вот в последний раз так пришлось сделать в связи с вот с чем. Сейчас. Ага. Вот этот мед мы определили как монофлерный, подсолнечниковый. И уже написали протокол испытаний, уже даже печать поставили. И в последний раз я еще думаю, надо поговорить с пчеловодом, это из Ярославля. Он говорит, какой подсолнечник, у нас подсолнечника тут никто не сеет. Это золотарник, наверное? А? Золотарник, наверное. Да, вот видишь, он знает, потому что, значит, Похоже пыльца там. очень похоже, но буквально отличить очень трудно. Поэтому сейчас я, конечно, буду, когда я или мы, команда у меня, будем брать мед у пчеловодов, мы все равно будем говорить, с какого ты района, ну хотя бы вот из Удмуртии или не из Удмуртии, или с юга, или с севера. Ну, в общем, надо немножко информации, иначе Да. мы чуть-чуть не промахнулись. Вот золотарник. Я, значит, думал, что если был специалист, эксперт по сенсорному анализу, он бы по органолептическим свойствам мог определить, отличить, значит, мед подсолнечный, кстати, в интернете говорят либо подсолнечный, либо подсолнечниковый. Я так и не знаю, как правильно. Вот. Он бы мог отделить, например, мед, значит, золотарника от меда с этого. Но таких у нас специалистов нет. Подсолнух ты ничем не спутаешь. Подсолнечник ни с чем не спутаешь его. Ни с чем. Ну да, да. Ну вот видите, я его не пробовал. Цвета. Вот. То есть, видите, человек, который вот обладает этими свойствами, определять по вкусу, такой человек нужен. Ох, ну вот такая вот могла быть ошибка. Поэтому в атласе надо иметь изображение пыльцевых зерен, желательно иметь полученным с помощью растрового электронного микроскопа. Вот я приведу маленький пример. Вот подходишь к витрине в продуктовом магазине, орехи, да, баночки, там 5 сортов, скажем, да, фундук, там, грецкий, арахис, там еще какой-то. Значит, вы можете издали по форме определить. Значит, вот это один из способов классификации пыльцы по контуру. А можно взять маленькую, значит, бумажку с отверстием и представлять сюда, значит, орех, у которого контур вам не виден, но вам видна его текстура. И вы точно определите, что это вот пятнышко 2 миллиметра, это орех грецкий, а это орех фундук и так далее. То есть я говорю, что информация содержится не только в очертаниях и контуре, но еще и вот в текстуре, ну и там еще есть еще всякие, значит, пупырышки и скульптуре зерна. Вот я думаю, это направление надо это. Так. Значит, я хотел бы показать вам несколько, значит, образцов протоколов, как мы это оформляем. Значит, Манохин там есть. Махорин есть. А Махорин, да. Ну вот, один протокол. Вот видите, это протокол еще не исправленный, я чуть-чуть не отправил такой. Пойдем дальше. И второй лист. Мы сделали 2 листа. Так, нет, мы не этот, значит, файл смотрим. Давайте другой. Другой. А, нет, вот это да. Ага. Ну вот, с самого начала. Значит, во-первых, здесь все идет от Ижевского государственного технического университета имени Калашникова. Университет имеет право проводить научную работу, у него есть лицензия по многим вещам, включая и оптический анализ. Поэтому эта работа представляется как маленькое научное исследование. У нас нет лицензии именно на пыльцовый анализ меда. У нас есть лицензия на проведение научной работы. Протокол, ну, значит, вначале я просто не писал, а теперь обязательно
мы пишем, откуда, где она расположена пасека. Вот это мед с пасеки Ярославской области. Дата, номер, у нас 11 образцов. Методику, как мы проводим, мы расположили на второй странице. Сейчас мы до нее дойдем. Чтобы этот протокол человек мог, значит, оформить на своей, так сказать, на торговом месте, и чтобы люди могли смотреть. И на этой же странице заключение. Ну, все вот написано так, как мы все это понимаем. И мед мы... ну, у нас ведь нет классификации медов так вот. Ну, есть монофлерные, а так вот полифлерные еще с каким-то прилагательным, таких у нас нет. Мы написали, что это полифлерный мед с преобладанием фасоли, василька и эшкопцета. Вот и все. Вот. Маленькая фраза, последнее предложение, оно еще такое робкое. Но если у нас появится эксперт, то у нас будет из этой фразы отдельный пункт анализа по органолептическим свойствам. То, что мы на Западе называют сенсорный анализ меда. Вот здесь мы написали, что органолептические свойства, по нашему мнению, подтверждают данный вывод. Это так, к этой фразе, ну, она и так написана, что мы отвечаем. Значит, здесь будет подпись и печать. Печать отдела кадров. Пошли дальше. Методика. Ну, во-первых, значит, мы ссылаемся на ГОСТ, это естественно, у нас есть ГОСТ для определения частоты встречаемости. Но ГОСТ определяет только сколько зерен какого растения в этом меде содержится. А правила принятия решения о меде там нет. И это очень вопрос сложный. Потому что одни цветы являются сильными медоносами, другие слабыми, пыльценосами. Поэтому если в этом меде липы, скажем, процентов 20-30, вполне можно писать, что это мед липовый, потому что она дает меньше, чем, допустим, донник или, но дуванчик я не говорю только потому, что они по времени не совпадают, да. Вот, это вот первое. Второе, там, значит, мы пользуемся атласами. Я сейчас его покажу, там будет атлас после этого. Вот. Атлас вот в этой монографии у нас есть. Потом, конечно, мы пользуемся бурмистров, медоноса растений, их пыльца. Ну и полинологическими, значит, литературой, в частности, дзюба, полинная индикация качества окружающей среды. Это наука, которая исследует пыльчинку, вот прямо они ее так вот, ну, обсасывают. Они достают из скважины нефтяной, там, скажем, с глубины много тысяч метров, и смотрят, какие были пыльчинки, какие растения, где давние, значит, исторические времена, эволюционные времена. И поэтому их качество анализа каждой пыльчинки очень высокое. Препараты, ну, можно было сослаться, конечно, на любую методику, как делать пробы в меде, но мы сослались на ту, которая является основополагающей. Она была предложена еще в 1965 году вот этими учеными. Грицева и Лува. Дальше, ну, оборудование, понятно, тут все написано. Еще немножко подними. Вот. Но мы решили, значит, привести виды пыльчинок. Ну, для чего? Ну, чтобы человек мог сам в атлас заглянуть, и он даже может с нами установить обратную связь и сказать, вот эту пыльчинку вы, по-моему, неправильно определили. Вот. Здесь, конечно, надо подумать о качестве изображения, потому что микроскоп, потом веб-камера, потом печать и так далее. Очень много потерь информации, качество не очень хорошее. Я думаю, мы над этим поработаем. Ну и все, и вот те, кто это делал и так далее. Там есть атлас. Так, это можно открыть. Так. А вот, самая верхняя палец. Ну, здесь пример будет приведен. Так. Давайте просто пропустим. Так, чуть повыше.
вот начиная, ну, вот с верхнего, вот который сейчас верхний, ага, вот этот. Вот помните, я говорил, значит, о текстуре. Можно по текстуре, можно даже не рассматривать все зернышко, а особенности текстуры и скульптуры вам позволят идентифицировать пыльчинку, не рассматривая ее в целом, ее контур. Но для этого нужен электронный микроскоп. Пойдем дальше. Это примеры. Значит, вот эти изображения получены с помощью растрового электронного микроскопа. Следующий слайд. Это тоже. Дальше. 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 Да, вот можно остановиться. Это вот как раз работа, которую мы делали с Петышиным вместе. Это одна из его, так сказать, тем диссертации была. Тарата морсная. Значит, смотрите, я думаю, что если в атласе пыльцевых зерен будут добавлены зерна генно-модифицированных растений, это будет хорошо. Тогда можно определять, не собрали ли пчелы мед с генно-модифицированных растений. Но пока у нас таких нет пыльчинок. Если там будет пыльца уродливая, ну вот называемая тератоморфная, уродливая, это значит, пчелы собрали мед в том месте, где, значит, загрязнение сильное. По-моему, вот Алексей собирал в пределах где-то завода этого. Ну да, по Ижевску везде. Да, то есть он брал пыльцу, или ну, сначала цветочки, потом пыльцу получал с явно, значит, загрязненных мест. То есть вот добавка такой в атлас была бы очень полезна. Где собрали мед сразу? Значит? Где собрали мед? И, да, еще добавлю. Вот вроде бы нас не касается пыльца аэрофильных растений, ну, ветроопыляемых. Ну зачем она? Пчелы мед не собирают. Вот. И тут, Алексей, я на тебя ссылаюсь. На тебя ссылаюсь. Значит, была мысль, ну, вот логическое рассуждение. Человек говорит, у меня аллергия на мед. Мы рассуждаем, так, у него что, на фруктозу? Не бывает. Значит, на глюкозу? Не бывает. Так, пыльца там, пипрей, А на что у него аллергия? Вся пыльца с растений, на которые не бывает аллергии у человека. Аллергия бывает, значит, на пыльцу березы, осины, сосны и так далее, елки и так далее. Ну и мы предположили, что, может быть, она попадает. И действительно, когда опыляется ветропыляемое, все цветы, которые цветут, все покрываются этой пылью. Покрылись. Покрылись, пчелка собирает и приносит. И удалось найти в пробах, значит, меда пыльчинки от сосны, по-моему, да? Нет, там березы. Береза была, да? Вот. Сосны тоже? А? Сосны тоже. Вот этих причинок мало, но для аллергии, наверное, достаточно десяток-два этих причинок, и уже аллергия начнется. То есть это еще говорит о том, что в атласе могут быть и, значит, причинки, изображения причинок, на которые у человека есть аллергия. И в меде, может быть, если человек скажет, проверьте, не будет ли у меня аллергия на этот мед, мы должны там время анализа увеличится значительно. Ну, из тысячи найти одну. Многие жалуются, что вот не можем мед, аллергия, это значит на что-нибудь. Значит, пыльца попадает. Во всем мире пыльца такая попадает. Да. Можно Да. анализировать. Да. Пойдемте дальше. Тут... И там же аллергия не от каждого меда, наверное, да? Ну не от каждого, да. Вот цветочный наркот разнотравья. Но много таких людей не На может. один сорт может быть. Вот это как, 25-й. Так, вот, ну это уже чисто методическая работа. Иногда трудно бывает определить вид растения. И поэтому мы вот попробовали сгруппировать Шумет, что ли? все пыльчинки по видам. Вот, например, астровые, вот они, вторая колонка. Все астровые имеют вот такие пупырышки. Там, значит, розовоцветные не имеют.
И вот если мы встретим, значит, в меде вот такие причинки, мы сразу же относим их хотя бы к виду, уже точно. То есть здесь мы не ошибемся. Ну вот случай, который произошел, я об этом говорил. Вот смотрите, вот золотарник, да, золотарник. А вот подсолнечник. И мои ребятки, конечно, ошиблись. Потому что они такие, как ежики, и выпуклости у них, по-моему, одинаково по 3. В общем, очень трудно определить. Даже пользуясь вот этим изображением состава электронного микроскопа. Так, ну, наверное, хватит. Вот я думаю, что эту работу надо провести. Надо собирать гербарии летом. Надо как-то это организовывать. Потом получать изображения. Если с помощью растрового электронного микроскопа это дорого, но может быть, если будут выделены средства, то можно и организовать. Мы делали только потому, что у нас аспирантка работала на растровом электронном микроскопе. Значит, в Ижевске у нас их несколько, на радиозаводе. Вот мы делали. Есть в ФТИ. Вот следующая мысль, которая владеет мной и людьми, с которыми я общаюсь, это из области апитерапии, это лечение воздухом ульевым. То есть речь идет о апидомиках. Значит, апидомики сейчас распространяются все шире. Если открыть в интернете все эти самые сайты, то там окажется, что вариантов апидомиков уже больше, чем 500. На некоторых курортах сделаны пасеки, и на них стоят апидомики. Ну, есть какие-то, значит, расположение, чтобы пчелы не мешали тем, кто лечится в этих домиках и так далее. Ну, как-то все сделано. Все сделано, что нет контакта между пчелой и пациентом. Даже вывешен прайс-лист, значит, 1 час в апидомике, 352 часа 700. Количество сеансов, значит, там 5, 10. Круглогодичное содержание пчел там, наверное. Я не знаю, как там, наверное, круглогодично, но я не знаю. Это вопрос, вот, он требует изучения. Я над этим думал. Думал. Тоже хотел. Но круглогодичное нужно для апитерапевтов, которые берут пчел для ужаления. Нет, специально ульевой воздух, чтобы был. Понятно, понятно. Значит, вот эту тему я хотел бы, чтобы были люди, с которыми можно было это дело развивать. Вот. Ну, по крайней мере, я сейчас скажу те проблемы, которые, видимо, надо решить. Значит, ульевой воздух. Ну, в одной, значит, на медицинском сайте написано, что лечение осуществляется за счет вибраций, поэтому там они спят на голых досках, маленькая такая подстилочка, но я не знаю. То есть вибрации, вот это вот биополе пчел имеет большое значение. Запах. Вот, да, второе это мне понятно. Ароматы. Там все перечислено. Что там есть, все вещества, которые есть в улье, все они пахнут. Включая маточное молочко. И так далее. Вот. Вот этот воздух, он должен идти к тебе в домик. А они вентилируют его туда. Да. Вот надо как-то сделать, чтобы туда было. Типа палатки, где только на улице, а здесь остальное все внутри. Да, ну да, они-то на улицу летают, Да, они вентилируют. они с улицы, там стена. Ну, есть мысли. Если бы были, как говорится, подвижники, мы бы подумали. Можно сделать, чтобы воздух потихоньку высасывался там, с вентилятором. Чтобы в улье. Да, и улье можно расположить. Они друг другу уже рядом должны Нет. быть.
рядом, как Линейное как в расположение, павильоне они должны быть, линейное. наверное, расположение. И Нет, нулевой так, воздух. так там 40 рамок вот так, это все сундук. Ну вот как сделать, если сделать вытяжку, то и на холодный занос там будет это самое, сквозняк. Сквозняк будет. Вот. Поэтому я вот думаю, что надо делать на теплый занос. И как-то, ну, в общем, там много вопросов таких, как этот воздух улевой втянуть в палатку. Вот. Вот одна мысль. Вторая, значит, ну, мы посчитали, этот домик, потому что он должен быть красивым, внутренняя обшивка и внешняя, скажем, из вагонки. Это сразу 40 тысяч плюс крыша. 40 тысяч. То есть дешевле, чем за 40 тысяч апидомик на 2 лежанки не сделаешь. Без пчел. А сколько пчелосемей там? Ну, там 3, 4, 5. Ну, вот я думаю, что там один человек сделал лежанку. Он начертил, ему привезли, этот, как раньше мебель привозили нам в этих пакетиках, да? Я думаю, что сделать лежаночку, застеклить балкон. Надо как кальян, трубки туда вставить. Этот способ есть. Сидят вот 5 женщин, каждая сосет. Да. Как кальян надо сделать. И все. Кому мало дымарем туда добавим. Ну, это другой вариант, Другой способ, да. другой способ. Некоторые там просто отдыхают, живут Палатки. и так далее. Ну, в общем, вот, Пасеку Это надо заводить. Очень, не очень нравится. заманчиво, Юрий Васильевич. А? Всегда Это будет заманчиво. заманчиво. И должно быть очень эффективно. да, Заводить надо пасеку и всегда будешь с запахом. мы для людей хотим сделать, Я понимаю. не только для пасечников. Нам-то не надо. Как это не надо. Так ну пошел, лег на травку около улья и Я все. вообще, когда улей открываю, Юрий Васильевич, у меня друг это Надо 3 улей. улья, говорит, друг за другом положил, говорит, 2 доски, говорит, положил, на другой стороне, а там щетку сделал, чтобы пчелы не вылетали. И, говорит, подушку положи и на ночь там сплю, говорит, на этих ульях. Ну, давайте Через подумаем о И не людях, жужжу. Ну как на палате, да? На палате, о да? людях, у которых нет пчел, которые не пчеловоды, и вообще, которые боятся пчел даже. Вот так. Дальше. Вот вопросы опыления, вот у нас ведь занимаются хорошо, хороший есть контакт пчеловода и растениевода. Вообще эту тему тоже бы мы могли представить на Апимондии. Как Алексей, твой друг Александров, да? Конечно, отличная тема. А? Отличная тема. Так вот я, как говорится, просто сейчас вот навскидку озвучиваю. Ну, в конце я, значит, да ничего, можно сейчас сказать. Значит, у нас с вами, господа хорошие, была традиция, мы уже организовали 5 всероссийских конференций, 5 уже. Они назывались «Высокие апитехнологии и апикультура». Вот тут мне Николай Пантелеевич несколько. И я подумал, судьба посылает нам 2 года, нельзя ли нам в качестве подготовки даже к Апимондии провести конференцию. И там мы все выявим. Вот сейчас я просто так вот зондирую, как рыбак на неведомом водоеме, тут закину, не клюет, не клюет. Провести конференцию. Время есть у нас. Как вы думаете? Так, немножко надо разъяснить, наверное, конференцию. Цель конференции у нас, что-то мы, научные исследования, что-то будем там разрабатывать, показывать. Что мы будем на конференции делать? Значит, конференция будет состоять из нескольких секций. Будет секция биологическая, будет секция по болезням. К нам приезжали из Москвы тогда, вы помните, да. Была секция экономическая. Вот. И была секция обмена опытом пчеловодов, вот так вот. Ну, все виды деятельности. И Можно, да. на основе этой конференции мы что-то издавать будем? Вот такую же книжку, Такую книжку, да. Вот. Выпуск номер 5 будет. Да, это было бы здорово. Ну, а средства? Ну, я думаю, найдем. На хорошее дело всегда средства найдутся.
Искать будем, вы поддерживаете? конечно. Ну и все, самое главное. А средства найдут. Они сами нас найдут. Мы только скажем, что это хотим сделать. Они придут и скажут, возьмите, пожалуйста, с меня тоже. Запросто. А? Запросто. Взносы собираем, значит, за участие в конференции, за доклады, за все, за эту книжку. Ну, один раз вот у нас был спонсором Тинториум, он с удовольствием на книжку издал. Может быть, и еще раз. это А сам. речь о какой сумме идет? Вот эта книжка 40 тысяч, 50. Причем авторы все сами делают, их надо просто в рамки загнать, чтобы они все делали так, чтобы уже технического редактора тут так, только просмотреть. Ну и вот. Ну, отдельный вопрос, конечно, Ну, это... я думаю, хорошее хорошее предложение. Мы соберем всю Россию, Да. Нет, конференция всегда хорошо. да? И мы будем собирать тех, кто нам нужен. Мы соберем тех, кто занимается апидомиками, пусть расскажет. То есть у нас будет время самим подготовиться. То есть мы встанем, значит, на плечи гигантов и будем вышить немножко. На их плечах сидеть, да? Нет, ну, Ньютона спросили, почему вы такой вот умный и так, потому что я стою на плечах гиганта, Да. Ньютона и так далее. Вот. Ну и, думаю, это можно продолжать. Отдельный вопрос по ярмарке, о конкурсе медов. Но это тоже все будет на этой конференции. Там и ярмарку можно небольшую, и конкурс медов сделать и так далее. Да, поддерживаем. Тут только вот время. Вообще говоря, Ну, времени, думаю, достаточно только. нет, выбрать дату, ну, давайте к этому вопросу вернемся. И каждый раз, когда мы через месяц собираемся, мы потихоньку это все будем прояснять. Ну, ориентировочно через год. Через год, не раньше. Да. Если мы будем приглашать из-за рубежа, а мне очень хочется сербов пригласить, пчеловодов, и чехов. А они любят минимум год, они не любят так. Вот сейчас они уже запланировали себе летний отпуск, наверное. Ну, может, с коронавирусом изменились какие-то повадки. Я закончил и предоставляю слово Илье Сергеевичу.